Более 200 участников, местные жители, туристы, представители администрации, бизнеса, общественных организаций и волонтеры объединились в команды и отправились в цифровой квест по заранее разработанным маршрутам, которые были подготовлены при содействии местных администраций. Участники посетили исторические достопримечательности, уникальные природные объекты, патриотические места, современные общественные пространства, объекты культурного наследия. В Сухуми акция стартовала на культурно-деловой площадке ГУМа. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и главный управляющий партнер ВЭБ РФ по городскому развитию Ирина Макеева. Я рад видеть такое количество людей, которые участвуют в этом проекте. Я сам рад быть частью этого замечательного события. Хотелось бы пожелать всем в этом проекте познать еще больше Абхазию, узнать наши традиции, обычаи. У нас множество исторических мест, где можно посетить их. Хотелось бы вам пожелать найти друзей, получить незабываемые впечатления, и чтобы этот проект дал импульсом для того, чтобы еще больше людей приобщались к нему, чтобы о нашей стране узнало как можно больше людей. Как готовится турист, когда едет? В первую очередь он смотрит и думает: так, я пойду сюда, сюда, поставит себе галочки, прокладывает маршрут. Но что самое важное, жители, когда идут по своему городу, его заново открывают. Вначале мы думали, что это просто какое-то интересное мероприятие, когда все собрались там с хэштегами, с песнями и плясками, идут по городу. Оказалось, что те места, которые мы наносим на карту, те отели, те кафе, те небольшие магазинчики, а потом туда больше ходят людей. А это развитие малого и среднего бизнеса, и мне кажется, для каждого города Абхазии это очень-очень важно. Проект «Прошагай Абхазию» был предложен Ириной Макеевой во время летней стажировки управленческих команд из республики в ВЭБ РФ в рамках международной образовательной программы «Команда Абхазии», реализуемой президентской платформой «АНО. Россия. Страна возможностей», и сразу был поддержан участниками. Инициативу реализуют финалисты команды Абхазии. При проведении второго модуля у нас была возможность стажировки посетить разные города. И вот наша группа посетила город Казань. Мы познакомились с ребятами, с компанией ВЭБ РФ. Коллеги поделились с нами идеей о том, что проходит подобная масштабная акция по всей России. И у нас появилось такое же желание провести у нас в Абхазии. Коллеги из России поделились с нами методикой, вместе с нами сегодня реализуют данный проект. Мы планируем, что это будет такой добрая традиция, ежегодным мероприятием масштабным. Проект «Прошагай Абхазию» решает одну из ключевых задач современного туризма. Создает актуальный цифровой контент для онлайн-карт, которыми путешественники по всему миру активно пользуются при планировании поездок. Проект призван наполнить эти карты проверенной и интересной информацией, чтобы сделать знакомство с республикой более удобным и насыщенным для гостей. Для нас, как Министерство туризма, очень важно, чтобы все больше и больше новых интересных проектов появлялось в Абхазии, тем более, что этот проект реализуется во многих городах Российской Федерации. Сейчас он пришел к нам. Спасибо организаторам, тех, кто поддержал нашу команду Абхазию. Спасибо ВЭБу и вам лично. Еще раз хочу повторить, что, во-первых, это оздоровительный проект. Это классно, когда люди имеют возможность прогуливаться. Вообще достаточно распространено сейчас заниматься спортивной ходьбой. И самое главное, конечно, что это с точки зрения маркетинга, рекламы, достаточно серьезное мероприятие, которое позволит многим людям познакомиться с нашей страной. Спасибо всем организаторам, в добрый путь, успехов и удачи. Высокий уровень организации туристических маршрутов продемонстрировал Тхуарчалский район. Развивающаяся инфраструктура привлекает все больше гостей, чему способствует и открытие новых точек на маршруте. Туристы были в восторге от увиденного и готовы рекомендовать к посещению уникальный своей аутентичностью район. Маршрут начался с возложения цветов к памятникам погибших в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии. Затем у Дворца культуры для них был организован праздничный концерт с исполнением абхазских песен.
Главным результатом прогулки стало наполнение онлайн-карт уникальными материалами. Участники загружали фотографии, видеоотзывы и делились интересными фактами, создавая тем самым современный цифровой путеводитель. Своими впечатлениями они также активно делились в социальных сетях с хэштегом «Прошагай Абхазию». Ирина Аршба, Фатима Гергия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.